Уйгурские дети остаются главной мишенью в продолжающемся геноциде Китая против уйгурского населения. Детей, разлученных семьями, пытаются сделать китайскими солдатами при помощи жестокой военной подготовки. Тревожные видео, циркулирующие в интернете, показывают, что сотни уйгурских детей в возрасте от 7 до 10 лет вынуждены заниматься физически и эмоционально сложными видами деятельности, такими как интенсивный бег, стояние на церемониях поднятия флага и скандирование патриотических лозунгов в классах и учебных заведениях. Видно, как дети, которые явно расстроены, плачут без своих матерей. Средства массовой информации широко сообщали о том, что уйгурские дети подвергаются физическим и психическим пыткам в школах-интернатах после разлуки с родителями. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок представила новую стратегию Германии в отношении Китая на встрече, организованной Китайским исследовательским колледжем Меркато в Берлине 13 июля. Гаюр Курбан, директор Берлинского офиса Всемирного уйгурского конгресса, участвовал на встрече онлайн. По его словам, уйгурский вопрос занимает важное место в китайской стратегии Германии. Стратегия Германии в отношении Китая включает в себя следующие заявления в отношении уйгуров. Всеобщая декларация прав человека ясно дает понять, что справедливость и свобода принадлежат всем людям. Мы продолжим наши усилия по обеспечению соблюдения прав человека, в том числе через конкретные инциденты в наших отношениях с Китаем. В частности, серьезные нарушения прав человека, с которыми сталкиваются уйгуры в Синьцзяне, ООН опубликовала доклад по этому поводу. Ситуация в Тибете, ситуация в Гонконге, положение этнических и религиозных общин и правозащитников значительно ухудшилось. Богатые нефтью страны Персидского залива углубляют связи с Китаем, поскольку растут опасения по поводу будущего их давнего партнерства в области безопасности с Соединенными Штатами. Согласно данным, собранным Bloomberg, стоимость приобретений и инвестиций компаний стран Персидского залива в Китае увеличилась более чем на 1000% в годовом исчислении, превысив $5 миллиардов. Согласно данным, этот год находится на грани того, чтобы стать самым загруженным за всю историю с точки зрения количества таких сделок. Китай заявляет, что Европейский Союз должен прояснить свою позицию по стратегическому партнерству с Пекином. Как сообщает Синьхуа, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая Ван И встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН. Согласно заявлению МИД Китая, Ван сказал, что между ЕС и Китаем нет фундаментального конфликта интересов, призвав ЕС предпринять шаги для развития отношений на нынешней основе. Минобороны Китая объявила, что проведет учение «Северное взаимодействие-2023» в Японском море. В соответствии с годовым планом сотрудничества России и ВС КНР, российские военные в ближайшее время направят свои военно-морские и военно-воздушные силы для участия в учениях «Северное взаимодействие-2023», организуемых Минобороны КНР, Северный район боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря, говорится в сообщении Минобороны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к 2035 году у Китая будет 1500 ядерных боеголовок, а ракеты могут достичь всей Северной Америки и Европы.